Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Смарт-библиотека проводит для старшеклассников города Якутска преакселератор «Мой первый бизнес». Проект предназначен для школьников с 9 по 11 классы города Якутска, которые интересуются предпринимательской деятельностью. Какие навыки смогут получить школьники, пройдя курсы? Все ли желающие смогут участвовать в этом проекте? На эти вопросы нам ответят гостья студии Роза Ксенофонтова, руководитель преакселератора «Мой первый бизнес». Роза, здравствуйте. Здравствуйте. Но вначале, конечно, хотелось бы спросить, что это вообще за проект такой? И, по-моему, это даже первый проект в городе Якутске данного типа. Ну, Смарт-библиотека уже 3 года работает по направлению финансовая грамотность. Мы охватывали до этого взрослое население, на пенсионеров большой упор делали. В прошлом году мы начали выпускать мультики для младшего школьного звена, да, и в этом году мы решили, что должен быть проект, который как раз-таки предназначен для подростков. Подросткам сегодня очень интересное предпринимательство, тема бизнеса. Работают у нас в школах бизнес-инкубаторы, и совместно с региональным центром компетенции по финансовой грамотности мы вот придумали такой проект, который состоит из 2 этапов. Первый – это 8-недельный курс. Каждую субботу дети будут приходить к нам в библиотеку и по 5 блокам проходить обучение. Второй этап, он пройдет в декабре уже. Это деловая игра. Это такой 2-дневный интенсив, где они должны будут довести до ума свои проекты стартапов. И команда будет у нас всего отобрана 30 детей. Это 6 команд по 5 человек. И победившая команда с лучшим проектом получит инвестирование и возможность реализовать свой проект. То есть получит наставника, который поможет при желании этой команды оформить юридически эту компанию и в течение полугода запустить. Расскажите подробнее, что конкретно будут изучать школьники? У нас обучение делится на 5 блоков. Первое – это команда образования, то есть это разбивка на команды, знакомства, да, там тимбилдинг. Второе и основной блок – это у нас финансовая грамотность. Тут мы начиная уже от выстраивания личного финансового плана, завершая ресурсами, которые помогают предпринимателям получать какие-то государственные льготы. Это идеи масштабирования проектов, это все, что касается предпринимательской деятельности и ведения своего личного финанса. Тут очень хорошо, очень большая наша гордость, что проект поддержала Торгово-промышленная палата Российской Федерации, и к нашему проекту подключился Международный институт менеджмента и объединения предпринимателей города Москвы. И лекторы будут подключаться к нам из Москвы, из столицы нашей страны и делиться своим опытом. Это лекторы, которые запускали международные проекты, работают с молодежью по всей нашей стране. И то есть для детей общение с такими людьми, это, конечно же, будет колоссальный обмен опытом. Действительно, это хорошие лекторы, вы подобрали ваш курс. Но, насколько я знаю, в понедельник заканчивается прием заявок. На данный момент они все еще продолжаются. Расскажите, сколько школьников вообще в целом могут принять участие в этом проекте? Ну и, может быть, про заявки, если вдруг кто-то из наших телезрителей сейчас заинтересуется, как бы они могли подать. Да, всего отберем мы 30 детей, потому что проект у нас в первый раз идет, да, и 30 детей, будет 6 команд по 5 человек, как я уже сказала. Это должны быть обязательно школьники школ города Якутска, городского округа город Якутск, чтобы они имели возможность приезжать к нам на занятия. Каждую субботу они будут проходить у нас в очном формате, не онлайн. И заявки, анкеты у нас очень простые. Это личные данные, фамилия, имя, отчество, класс, школа ребенка. И принимаются они у нас полностью на сайте cbsekt.ru. Там вы найдете в проектах преакселератор наш и можете подать заявку. Есть мотивационное письмо, самый главный пункт нашей анкеты. Это написать, почему вы хотите попасть на этот проект. Так мы будем смотреть мотивированность ребенка, чтобы он действительно интересовался предпринимательской деятельностью, хотел запустить. Возможно, у него уже есть какие-то попытки, да, при бизнес-инкубаторе, может быть, он уже старался что-то делать. То есть, если заявок поступит больше, чем 30, вы будете отбирать уже по мотивационному письму? Да, сейчас уже почти 30 заявок, и мы думаем, что во время выходных тоже поступят к нам заявочки, и да, мы будем отбирать их.
А в какой форме организованы занятия? Они будут проходить каждую субботу и все в очном формате? Да, все в очном формате. Некоторые, как я уже сказала, это у нас московские лекторы будут к нам подключаться, конечно же, онлайн. Все занятия у нас направлены на практику, то есть это если, предположим, личный финансовый план, будет немного теории о том, как выстраивать личный финансовый план, как вести доходы, расходы. И тут же будет игра-практика, чтобы ребенок сам попробовал создать эту таблицу, чтобы он попробовал распланировать на какую-то цель, исходя из карманных денег, которые ему, возможно, дают родители, да, либо он где-то подрабатывает, что-то делает. И вот таким образом мы будем сразу учить применять теорию на практике. Роза, вы уже упомянули московских лекторов, да? Но кто будет лекторами из нашего непосредственно города Якутска, кто будет приходить на занятия? У нас, конечно же, обязательно будут опытные предприниматели, пусть это будет сюрпризом для детей, да, потому что мы хотим, чтобы они общались с опытными людьми, у которых были и победы, и провалы, да, потому что бизнес — это всегда преодоление каких-то препятствий, и у нас лекторы будут как раз-таки делиться своим опытом. Это бизнес-психология, у нас будет психолог Алена Шкулепа, это будет тренинги по публичному выступлению, потому что бизнесмену всегда нужно искать инвесторов, да, это у нас Анна Фомина-Миронова будет вести занятия. Также у нас есть свои игропрактики, с которыми мы давно сотрудничаем, это Анна Яковлева, это игропрактик, человек, который занимается финансовой грамотностью для детей уже много лет, и работает она в 32-й школе. То есть команда у нас такая большая. Это Рита Михайловна Якушева, непосредственно руководитель регионального центра компетенции по финансовой грамотности. Ну и мы, работники библиотек, тоже будем подключаться по отдельным занятиям. Здорово. Помимо того, что программа очень обширная и интересная, так еще и лекторов подобрали тоже замечательно. Спасибо. Но что вот по итогу все-таки получат школьники, помимо знаний? Смогут ли они, например, открыть свой бизнес? Как я уже говорила, команда победившая получит инвестирование, то есть на протяжении всех 8 недель первого этапа они будут разрабатывать вот какие-то черновик, скажем так, проекта своего. По окончании вот первого этапа они будут его защищать, эксперты посмотрят, скажут, на что сделать упор, где что улучшить, и во время двухдневного интенсива деловой игры во время второго этапа они уже довести должны будут это до окончательного варианта, тоже представить экспертам, и команда, представившая лучший проект, получит инвестирование денежное, получается, а также наставника, который поможет им оформить бизнес, и в течение полугода они смогут даже его запустить. То есть мы стараемся, конечная цель, чтобы дети попробовали все-таки запустить свой проект. Но сейчас заявки еще поступают. Вы говорите, что уже почти 30 человек набралось, за выходные должно еще. А насколько интенсивно поступают заявки? Ну и помимо, может быть, мотивационного письма, как еще будет идти отбор учащихся? Ну, заявки идут довольно-таки интенсивно, можно сказать, да, то есть если мы делаем вброс еще раз рассылок, то тут же мы начинаем получать анкеты. Вот утром мы еще раз сделали, и вот сейчас уже я получаю уведомление, что новые анкеты поступили. Это, конечно же, чтобы соответствовали возрасту 9-11 класс. И там еще есть вопрос, ведете ли вы учет доходов, расходов, принимаете ли участие в формировании семейного бюджета, считаете ли, что ребенок вправе влезать в этот вопрос, да, и мы видим, что дети очень прямо серьезно к этому относятся, и даже некоторые говорят, что да, я же член семьи, я имею право влиять на формирование нашего семейного бюджета, там, вводить какие-то пункты в следующий месяц нашего семейного плана. А нету никаких поблажек, ну, например, в плане возраста, если все-таки, ну, человеку 13 лет, но он очень сильно хочет попасть на ваши курсы, напишет прекрасное письмо, сможете ли вы сделать исключение? Ну, поскольку это первый опыт, мы пока будем брать только тех, кто у нас прописан 9-11 класс, а в следующем году, если мы будем проводить уже второй раз этот преакселератор, то я думаю, там мы уже, возможно, даже 2 возрастные группы наберем, да, потому что все-таки ребенку, который учится там
в 6-7 классе с девятиклассниками будет сложнее, это надо по-другому уже подавать материал, и, возможно, этот проект вырастет пока из городского в этом году, такая апробация проходит, можно сказать, и, возможно, в следующем году он даже станет республиканским. Мы бы очень хотели, чтобы он вырос. Ну вот, кстати, мне хотелось спросить про ваши будущие планы. Все-таки это первый данный проект в Якутске, но вы загадываете еще провести, ну, в следующем году такой же, может быть, расширить, да, не школьники, а студенты, может быть, кто-то лет 30. Да, это очень интересный вопрос. Думаю, что мы по итогам этого проекта проведем, конечно же, с нашими партнерами, да, с организаторами на эту тему разговор. И если мы увидим большой отзыв, отклик на этот проект, конечно, мы будем думать о том, чтобы расширять и географию, и аудиторию нашего проекта. На данный момент мы, например, начали работать и с Национальным банком республики, да, и думаю, что у нас есть весь потенциал для того, чтобы расти и расширяться. Роза, а как вы думаете, какие бизнес-планы могут предложить школьники? Вот чем бы они могли заняться на сегодняшний день? Мы как раз-таки им будем предлагать некоторые такие сферы, можно сказать, да, это торговля, это IT-технологии, это производство, это научные какие-то разработки, то есть мы их будем знакомить с такими, можно сказать, направлениями бизнеса, которые они могут взять, и там уже они могут разворачиваться как только захотят. И, конечно же, там будут критерии, то есть сроки реализации, бюджет какой нужен для стартапа, да, и вот мы пока не знаем, какую сферу они выберут, что сейчас популярно для молодежи, вот как раз там мы и узнаем. А если вдруг все команды возьмут и выберут, например, все IT-отрасль, все это так и будут они заниматься бизнес-планами в IT, или же вы будете как-то все равно регулировать потоки, чтобы все были отрасли заняты? Нет, мы дадим в этом плане демократию, потому что если человек все-таки очень хочет войти, и вся команда согласилась с этим, да, то мы никак не можем их как-то в производство, в торговлю, потому что они просто не смогут придумать, генерить идеи, и поэтому, ну, я думаю, что если, например, все 6 команд в одном направлении представят проекты, тем интереснее будет выбирать победителя. Ну, а вот все-таки давайте еще хочу вас спросить про конечный результат у школьников, да? То есть по итогу им выдадут какое-то денежное вознаграждение, наставника, они смогут реализовать свой план. Ну, а после вот реализации плана они уходят в свободное плавание или все-таки вы где-то их будете продолжать курировать? В течение полугода. Второй этап у нас пройдет в декабре, то есть с января по июнь мы как раз будем их курировать, будем как-то их консультировать, да, вместе с наставником. К нам они могут обращаться, и не только команда победителей, возможно, те, кто работали в других командах, тоже захотят что-то сделать. Мы, конечно, будем их всех вести. Затем, после полугода, они уже идут в свободное плавание, но я так думаю, что все равно в любой момент они могут обращаться и к нашим лекторам, и к нашим экспертам, которые очень заинтересованы в том, чтобы предпринимательство у нас в республике, в городе развивалось. Роза, спасибо вам большое, что пришли. У вас очень уникальный проект, очень интересный, молодежный и достаточно где-то даже демократичный. Желаю вам развития вашего проекта и дальнейших планов. Благодарю. Спасибо. Ну и я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.